Христос воскрес, мои дорогие! Сегодня во вторник, и сустракаемся с вами на Радио Мария, на хвалях Радио Мария, каб працягваць зноў канферэнцыі, цыкл канферэнцый, якія связаны з плодам Духа Святого. Ось я зачитаю это з Нового Завета, и это некалькі ёсць аспектаў плода Духа Святого. Мы ведаем, это послание святого апостола Павла до Галатов, 5 глава, 5 раздел, 22-23. Плод же Духа – любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание, над их нема закона. И этой конференции, скажем, я на цикл этих конференций, он включенный в то, что мы с вами разважали об сакраменте бежмывания, переживаем период, пасхальный период, великодный, коли спеваем во всех костелах «Аллилуйя», это радость, такой, скажем, заклик. Хвала Пану, да, аллилуйя, хвала Пану. І менавіта вже так розпочинається, скажем, була октава, і в дні робочі, не такі працовні, коли ми візьмемо з вами Євангеліє, то більше вже так, і воно нас так по криху, оно нас так накеровує на то, що будемо переживати с вами в день Пятидесятницы, хотя в неделю читается о воскресении Пана Иисуса. Тому, скажем, этот сакрамент, каждый сакрамент треба пережить, не только его там, скажем, отрымать, але переживать. И сакрамент Святого Духа, он вельми важный, потому что и Пан Иисус, коли воскрес, и он мы чули это в неделю, то он пришел, дыхнул на апостолов, да, Духа Святого и сказал, дыхнул на апостолов и сказал, примите Духа Святого. Это так само там и связано дыхание этого Духа Святого, оно связано с сакраментом, каким будем казать, сакраментом оздоровления. Так один из сакраментов оздоровления – это сакрамент споведи, сакрамент покуты. Ось это. Акурат зараз знову будемо протягувати, розв'язати об аспекті. Це плод один, але аспектів, ось тих 9 аспектів, один із них аспект супокою. І менавіта знову, коли ви, дорогі брати і сестри, згадуєте собі Євангеліє, яке було читано, да, Євангеліє паводле Святого Яна з 20-го разделу, коли Пан Иисус пришел, и двери были замкненные перед евреями, был страх, вы видите, спокойния никакого не было, да, был страх, потому что нажалили человек, но воображает себе деяние Божие, типа на Бога по-своему, и так само апостолы воображали себе такого своего мессию, якось бы там, да, и они ожидали, там, хтось хотел, снова я вельми часто это повторяю, хтось хотел быть министром финансов, как Юда там, да, хтось там хотел с правого боку, с левого боку сесть, это Якуб и Ян, сын Забедея, хтось там бил себя в груди и казал, что николи они тебя не зрадил, дотычать святого Петра, апостольные апостолы поутекали, застался один, только який, но был любимым учнем, якого Пан Ісус любив, это Ян, який написав это пригоже Євангеліє. И ось двери были замкнены, и Иисус, приходячи, докарал их, конечно, как мы чули так само перед этим. Евангелие поводле Святого Марка, это было в субботу, да, с 16 разделу, 9:15, он докарал Пан Иисус тих, які там сидели замкненные. И Марк пишет, что была Мария Магдалена, у гроба не поверили, были двое учнів, в Емаус шли, и Пан Иисус им сказал, не поверили, потом Иисус пришел, им докарал, да. И ось тому вельми важно, да, вельми важно, скажем, то, что Бог и
супакой Божий уже казал, что да, супакой это справа Бога, да, это и прикмет пана Бога. Бог з'являється Богом любові, Богом радості, але Богом супакою. Ось і Ён дає гэты супакой. Менавіта Ісус Христос, приходячи, мы об этом еще глубее будем размаўляць в Новом заповеті, что есть, але Ісус, приходячи, Ён выконвае то, что было заповедано, и калі мы читаем першае читание, слухаем его на протягу, вот зараз читаем, то в Деях апостолов подкресливается то, что Иисус повинен был воскреснуть, да, и ось цитуют апостол Петр и потом святой Павел цитуют псалмы, мы с вами уже о них размовляли. Ось мессианские так называемые псалмы, которые нам казали о радости, от супокою так само есть в мессианских псалмах, да. И вот цитуют это, и то, что в Старом Заповете было, это уже предсказано, пророки предсказали, але передусім пророки закликали до навертания. Менавіта, коли человек навертается, коли человек приходит знову, вертается до Пана Бога, и он отрымливает, коли человек погружается в эту любовь Божию, коли он верит, ну, недаремно один из первых циклов наших конференций был таких о законах Божьих, и первый закон Божий, да, нам кажется, что Бог тебя любит сегодня. И менавіта эта любовь, она открывается в Иисусе Христе. Бог ніколи не забывает человека, ніколи не покидает, Он ніколи не покинул человека, Он ніколи не покидает человека, потому что Он завсёды верный, да, и коли Пан Бог створил человека, тот человек жил в супокое, передусім с Богом, с самим собой, с природой, с іншими. Ось, коли человек согрешил, то здарилося то, что здарилося, и менавіта Иисус Христос как бы только вертає гэты супокой, то Он расчиняє нам небо. Видите, в неделю был на поховании, пришел и сказал, что привитал Христос воскрес, Он же воскрес. И в цыганской семье был такой на поховании, и хіба з 5 или 6 человек мне пытались, а правда, коли человек помре у Пасху, то небо стоит отчинено, человек в рай попадает, да, трапляє. Но передусім небо стоит отчинено после того, как Иисус Христос воскрес. Ты залежит человек не коли помер, только як он помер, да, коли человек помер и поєднався з Паном Богом, коли он там пробачення просил, да, у Пана Бога, но разные речи бывают, коли человек, может, не был уделен сакраменту, але коли человек просил у Пана Бога пробачення, примирения с Паном Богом, о чем так само будем размовлять, то вось этот человек Бог оберег к себе, может быть, в чистец потрапит, але чистец уже с боку неба находится. Это вельми важно. Супокой вам, да, воскреслый Христос пришел, сказал, что супокой вам принес супокой. Менавіта этот супокой, это дар Божий. Мы прошлым разом казали, что и он этой супокой со счастьем связанный, и коли человек даже живет в супокое, то он человек счастливый, и он связанный еще перед этим с добробытом, да, он связанный так само, этот шалом, о яким мы с вами размовляли, да, и прошлый раз мы размовляли, что он передусім этот шалом, салям алейкум, кажут там, да, это вырос, шалом алейхем, это вырос на семитских мовах, но арабская мова, это привітання, да, так само, як вітаю вас, или на російській мові здравствуйте, да, или там, да, коли розвітуються до побачення. Ось, и так привітали, так вітали один другого, один другого вітали у Старым Заповеті, да. Сапраўды супокой, вось это вельмі моцна звязано со избавлением. Избавление, а от кого пришло избавление? Кто принес избавление? Ну, менавіта
Бог сам стал инициатором позбавления. Коли человек поутек, коли человек сховался, коли человек жил в страхе, забил Каин Авеля, люди жили в греху в потопну, это было несупокой, там, да, то Бог сам уже обещал тогда, что будет вам это избавление, и потом далее, скажем, коли читаем историю, ну, з біблійної історії, це вельми цікава історія. Там колись один із викладчиків, який викладав у нас Новий Заповіт, він сказав так, Євангеліє синоптичне, він сказав, що чого-то це люди шукають різних там, читають невідомо що, пригоди і так далі, то ну, треба Біблію читати. Це так, є і в Біблії пригоди, і ну, інші якісь речі, та, там є пісні, там є такі, ну, скажімо, де кохання, ми вже розмовляли об этом криху, кохання поміж чоловіком і чоловіком, або між чоловіком і Богом, так само, що Бог любить, так Бог з'являється тим женихом, да, якби там для... І він шукає народ свій, вибраний народ, як невеста, але ну, не надаремно, він так само у пророків каже, то ти зрадниця, да, як народ хотів та інших богів, то попросту це було чудолоство, да, це була здрада, такое, тому це вельми важливо. Коли чоловік читає, погружається в Біблію і розважає, особливо в тему напрямку, яким ми сьогодні розмовляємо. Ось о чому йде говорка наша сьогодні, ось це о супокої, і супокої, ну, скажімо, зв'язано з збавленням, то поглядите книга Буття 26-29, да? Ну, то, зараз ми до Старого Заповіту. Ось Новий заповіт, Старий заповіт, книга Буття 26-29. Чтобы ты не делал нам зла, как мы и не коснулись до тебя и делали тебе одно доброе, отступили от тебя с миром. Теперь ты благословлен Господом. Это так, раньше прочитаю. Исаак сказал им, для чего вы пришли ко мне, когда вы возненавидели меня и выслали меня от себя? Они сказали, мы ясно видели, что Господь с тобой, потому что ты сказал, поставь между нами и тобою клятву, и заключим с тобою союз. И что бы ты ни делал нам зла, так и мы не коснулись до тебя и делали тебе одно доброе, и отпустили тебя с миром. Теперь ты благословлен Господом. Тут дотичить збавлення і ось Ісака, да, ось. Але в этом так само, в этом есть избавление того, что будет далее, да, потому что в пророцтве, якое пан Бог дал Аврааму, сказав, що із тебе прийдуть королі твої, який буде збавлений. Будь-який принесе збавлення, да. Менавіта Ісус принес це збавлення. Ось в этой розмові, не акурат, то есть в розмовах в різних використовують в этом, да, то, что именно этот шалом, отпустили его, тебе одно доброе, отпустили тебя с миром, да, шаломом, этим шаломом, який, якби він досвідчував того збавлення, досвідчував того врятування, да, не збавлення, тільки врятування, да, передусім, так, зв'язано з урятуванням. Це другая книга Самуэля переписаем. 18:29. И сказал царь, благословен ли отрок Авесолом, и сказал Авесолом Авихаимас, я видел большое волнение, когда раб царев Иоав послал раба твоего, но я не знаю, что там было, да, и
благополучие. Это благополучие Сбавителя, он был, остался живым. Мы уже казали об этом прошлым разом. Вось это пожидание, да, это пожидание збавлення, уратавання, это, скажем, życzenie супокою. Ось то якби оно связано с тем таким непокоем, ці покойовано, скажем, був настроєний той чоловік, ці у нього були якісь там інші речі, да, що він, скажем, був. Поглядите, Гедеон, да, та такі, ну, з книги Суддів, чоловік, який перемог, мав тільки 300 вояров. Пан Бог ему так выбрал и сказал, чтобы ты не хвалились вы не тем, что вы перемогли, то возьми себе 300 вояров и перемог им такое великое войско. Ось, то и он имел надею так само, да, вернуться с упокоем. Книга Суддів 8.9. Это, скажем так, это вельми важное, да, так. Он сказал жителям Пенуэля: когда я возвращаюсь с миром, разрушу башню сию. Да? То, когда я вернусь с миром, возвращусь с миром, ну, это ось, Гедеон имел надею, что он будет урятований, да, что он переможе в этом змаганні, ось, что он вернется с перемогой. И так само, коли в старым заповеті так само было, коли жадали, ну, доброго, коли было подорожье, да, ось, то люди жадали поспіхів при этом подорожье в невідому країну, особливо, так само, да, був чоловік уратований от 17.5 Суддів. Человек был уратований, как человек имел этот супокой, ось, как его пан Бог оховывал. 17.5. Они сказали ему: попроси Бога, чтобы знать нам, успешен ли будет путь наш, в котором мы идем. Священник сказал им: идите с миром перед Господом, путь ваш, в который вы идете. И пошли 5 мужей, и пришли в Лаз, и увидел народ, который в нем, что он живет спокойно и по обычаю сидянян. Перші святара, да, запитали, чи буде даним це подорожжя, да, і ось менавіта перший святар сказав, що йдіть з успокоєм, да, йдіть з шалом, там буде у вас, да, 18.5 и наступные. Он сказали ему: проси Бога, чтобы знать нам, успешен ли будет путь наш, в котором мы идем. Священник сказал им: идите с миром перед Господом, путь ваш, который вы идете. Перед Господом. Пан Бог з'являється тим, хто оховує. Так само, поглядите, коли не было так само супокою человека, коли не было детей. И это человек не покоился, потому что не будет род протягиваться, да. И коли человек отрымливал от Пана Бога, но люди отрымливали от Пана Бога этот подарунок, то был этот супокой, радость, правда, якби порятунок от Пана Бога человек переживал. Ну, мы ведаем, что якби-то прекращение до такого неплодия, как бы, ну, это переживание, то зв'язано так само за тим уратований, да, ратунок, порятунок от безплодности. Первая книга Самуэля 1.17, это связано с Анной. Анна, мать Самуэля. И отвечал Илий и сказал: иди с миром, и Бог Израилев выполнит прошение твое, чтобы ты, чего ты просила у него. Перед этим еще
12. Между тем, как она долго молилась перед Господом, Илий смотрел на нее, и как Анна говорила сердцем своем, и уста ее были, только двигались, и не было слышно голоса ее, а то Илий считал ее пьяную. И сказал Илий: «Доколе ты будешь пьяную, вытрезвись от вина твоего». И отвечала Анна и сказала: «Нет, господин мой, я жена скорбящая духом, вина и секира не пила, но изливает душу мою перед Богом. Не считай рабы твоей негодной женщиной, ибо от великой печали моей и от скорби моей я говорила доселе». А не было супокоя, был смуток. Но вот подозрение першосвятара было, что эта женщина пьяная, да, то, что она там стоит там на коленях или там молится, это не только устные ось рухаются. Ось это, и то есть рух устными. И то я просто подошел и начал ее докарать. И ответила Анна и сказала: «Нет, господин мой, я жена скорбящая духом». Да, это было скорбь, смуток был. И далее. И сказал Илий: «Иди с миром, и Бог Израилев исполнит прошение твое, чего ты просил от него». И она же сказала: «Да найдет раба твоя милость в очах твоих». И пошла она и в путь свой, и ела, и лицо ее было уже не печальное, как прежде. Не было того смутку, да, то, что не покоя, то, что не было дитятка. Это был паратунок от Пана Бога, да, было паратунок для этой женщины бесплодной. И то, что она зачала дитятка, и пообещал Илий, ну, Бог ему сказал, да, Пан Бог поблагословил, то менавіта это иди в супокой, иди с этим шалом, да. Шалом тебе Пан Бог уратует, Пан тебе Бог поблагословит, Пан Бог даст тебе то, что ты просишь. Менавіта ось, и такая была, ну, скажем, такая рана сердечная была, да, вот у Иванны была, и Пан Бог ее уратовал от этого, да, он ей дал супокой. А менавіта так само у пророка Єремії, у пророка Ісаї, да, этот шалом, он мир, он супокой, да, дається, как уратовать человека от ран. Таких. Ось пророк Єремія 6:14. Єремія. «Врачует раны народа моего, легкомысленно говоря: мир, мир, а мира нет». Да, вот, все ранее почитаю. «Кому вы говорите, и кого увещевать, чтобы слушали? Вот ухо у них не обрезано, и они не могут слушать слов Господних. В них слово Господних посеянное, но не принято ими. Поэтому я преисполнен яростью Господней, не могу держать ее в себе, и залью ее на детей на улице, и на собрание юношей взятые будут муж и женой пожилой и отважная, отжившим лето, и домой их перейдут к другим рано, ровно поля и жены, потому что я простру руку мою не на обитателей сей земли, говорит Господь, ибо от малого до большого каждый из них предан корысти, от пророков до священников все действуют лживо. Врачуют раны народа своего, легкомысленно говоря: мир, мир, а мира нет. Стыдятся ли они, делая мерзости? Нет, нисколько не стыдятся и не краснеют, зато падут между падшими во все времена посещения моего, будут повержены, говорит Господь». Так вот, тут Бог их ожидає, да, оздоровить раны, але поглядите, что было, то, что Пан Бог побереживает человека, який в грехе живе, то он який має супокой. И не глядячи на то, что Пан врачует раны народа моего, легкомысленно говоря, вот это першосвятари и пророки, фальшивые пророки переследовали Єремію, да, ось, але Пан Бог им каже, что они кажут: супокоя нету, супокой только в Пану Боге, мира нет, потому что ось нема супокою. И
сапраўды ці раны ось ці духоўныя ці якія нанесены грахом, только супакой Божий может, а Бог приносячи свой супакой может і здаравіць. Ось. І тады уже пророк Ісая 57:18 і наступнае. Пророк Ісая, ввогуле можна пророка Ісаю назвать таким пророком супокою, об этом будем еще размовлять с вами, потому что мы уже крыху с вами об этом размовляли, то по мессианских часах 57. 57:18 и наступное. А может, ранее крыху. Ибо не 16-го. Ибо не вечно я буду вести тяжбу и не до конца гневаться, иначе изнеможет передо мною дух и всякое дыхание мною сотворенное. За грех корыстолюбия его я гневался и поражал его, скрывал лицо, негодовал, но он, отвратившись, подошел по пути своего сердца. И видел я пути его, исцелю его, и буду водить его, и утешать его, и сетующего его. Исполню слово мир дальнему и ближнему, говорит Господь, и исцелю его. А нечестивые, как море возволнованное, которое не может успокоиться, и которого воды выбрасывают и грязь. Нет мира нечестивым, говорит Господь. Криниця этого, знову пан сам является паратунком. И криниця этого всего, есть криниця этого супокою, який связан с паратунком, это навертание до Пана Бога, навертание, и Пан Бог сам каже, что Он благословит, видела пути его, исцелю его, и буду водить его и утешать его, сетующего его, Дороги, шляхи Божии, коли человек ходит шляхами Божьими, то сам Пан Бог сказал, что далее, исцелю слово, исполню слово, мир дальнему и ближнему, говорит Господь, исцелю его. Сам Пан Бог сам обіцяє супокой. Сам обіцяє супокой там людям, які будуть жити з ним. Супокой, шалом. І та ніхто тільки, які далеко, які близько і далеко. Менавіта і у пророка Ісаї є шмат фрагментів, коли Пан Бог каже, що Він не тільки Бог для Ізраїля, Він Бог для всіх людей. Кожного человека, Пан Бог сотворил человека, не глядячи на то, что человек утекает, Пан Бог шукает его, Пан Бог шукает человека, але этот супокой, який дає, скажем, збавлення, який дає паратунок, был, то треба ходить дорогами Божими. А нет мира нечестивым, говорит Пан Бог, який погляди в своем сердце, когда у тебя нема супокою, ты як ходишь, не ходишь дорогами, скажем, своими, ты не ходишь, попередживай Пан Бог. Тому треба читати Біблію, це прям розважати і глядіти. Видите, пам'ятаю розмову з своїм духовним отцом. Пан Бог так дав, що я можу сказати, що таких человека, могу сказать, что 4 можно было, один с одного перед одного святара я навернулся и пережил свое навертание, и другой мне отец Мечислав, який тут працював на Білорусі, був в Червоному костюлі, якого наша супольність привезла. Вельми шмат мене навчив попросту тому, що і покори, і молитві, і глядячи на його, справді така відданість і віра, але коли я навчався ще в університеті, ми спочатку жили в Супольності, потім я переїхав в Варшаву, і Супольна жила там на полночи, там был пробач, отец Антоний Зелинский, он был экзорцистом децезиальным, был человек вельми такой, человек побожный, верующий, каким-то чудом, и
так пан Бог на моїй дорозі поставив, тому що приїжджаючи, бо вельми часто з ним розмовляв. Ну, і так, якось так, в сенсі такому духовному мені допомог. Я кажу, Отче, ну не маю супокою в серці, ну якось так от турбує мене щось. І вона каже, молись, ружанець. Я йому кажу, ну я вже молюся, ну там молився, може, 2 частки, може, не пам'ятаю, може, 3, да, одну частку я почав молитися завсюди, ночью прочинався і молився за Німеччину, то перша частка радісне набудження, я до этой пори кожен день молюсь на мові німецькій, эту частку за Німеччину висяли, потім другая частка світла, я молюсь, різних там інтенцій є за своїх хресників, яких я, моїх дітей хресних, да, хресників. Це для тих, я крестив кого, это за батьків, за батьків хресних моїх хресників, які я крестив, ну, інші там, да. І за ось дитятка ненароджена, от там так само я молюсь, от різні, шмат інтенцій. І там одну частку болесную там молився так в інтенції, одну теж так само. Ось до этой пори молюсь, це одного святара, говорю, ну так, уже там, ну молюсь еще. И так дошло до того, что я каждый день стал молиться 4 частки, я еду, хожу десь там, да, ну, редко бывает, что я дома, нахожусь дома, там на коленях молюсь, и так, и справді, ведаете, что пан Бог про эту молитву, про молитву ружанца, про это повторение, скажем, вымовляние имя Иисус, да, ось центральной фигурой является в ружанце не Мария, только Иисус, да, благословленный плод у лоня твоего, Иисус, так мы кажем. Бог справді вливает в мое сердце супокой. И это правда, да, скажем, человек навертается, человек начинает глядеть, и там, и спокусы будут приходить. Нет, мы никуда не утечем от спокусов, да, будут спокусы приходить, и будут, скажем, и різні речі, тяжкості будуть і так далі, далі. Менавіта треба тільки завсюди пам'ятати о том, якою дорогою ми йдемо. Чи ми йдемо дорогою греху нечестивої, да, не дорогою нечестивої, це йдемо праведника. Коли чоловік йде дорогою праведників, менавіта пророк Ісая об этом каже, що пан Бог, он глядить на праведника, он дає, он вливає этот супокой нечестивий, негативний чоловік, безбожний, то він має справді непокой, то він має страх. Ну і поглядіть, як люди живуть, ну, як чоловік живе без Бога, як чоловік живе, да. Тобто там злочинці ховаються завсюди, да, десь якось зробили якесь злочинство, інші там, ці там, коли чоловік здраджує, наприклад, то так само, ну, ховається і так далі, там непокой. Я вже колись там так само казав, алкоголіки, ми кожного 26-го дня місяця молимося в нашій парафії Богородиці Опікунки сім'ї в Ждановичах, молимося за тверезость нашого народу, але за тих, хто так само покутує від цієї хвороби, від цього спочатку, ну, це з грехом так само зв'язано, да, це і хвороба, і грех, або грех, і хвороба, да. І як вони переживають, як просто я 3 роки, я вже казав об этом, це, може, хтось не чув, то 3 роки я допомагав в Польщі, їздив на реколекції, допомагав там з алкоголіками, з залежними людьми, яких були залежні, вийшли з цього стану, дякуючи, скажімо, дякуючи пану Богу. І менавіта 90% з них казало, що вони переживали страх, они переживали такие страхи, треба было дрыгнуть, а треба было выпить, как успокоиться, да? Но это только такое часовое. Поглядите, это правда. Нет мира нечестивым, говорит Бог. А нечестивые, как море взволнованное, которое не может успокоиться, и в котором воды выбрасывают ил и грязь. Да, ил и грязь. Грех завсёды брудный. И але супокой, ну, Бог нам дає этот супокой, і чоловік становиться радісним, да, этот супокой, який справді, скажімо, ну, являється
виразити супокой, який зв'язаний з угропоратунком, який зв'язаний з збавленням. Просто пробачення. То ён приносіцца, правда, это прабачэнне ў паратунак, ён приносіцца ў пакой. Паглядзіце, вот, ахвяры, да, якія ў старым запавеце, яны азначалі такую супольнасць паміж Богам і чалавекам, да, называюцца ахвярамі супакою. Кніга Левіта, святарская книга, 3.1. Если жертва мирная, если он приносит ее из крупного скота, мужского или женского пола, пусть принесет ее Господу, не имеющему порока. Жертва супокоя, тогда ахвяра супокоя. Поглядите, знову, это все ахвяры старого заповіту, яны нас накіроўваюць наш позірк на дасканалую ахвяру, да? Дасканалую ахвяру, дасканалае ягнё. Вось баранак Божий. Кожны раз мы ў Христе об этом кажам, ці калі Пан Jesús прыйшоў на Ярдан, і святой Ян, показываючи на яго, каже, вось баранак Божий, той, хто бере на себе грехи світу, вось ягнё Божие. И менавіта эта ахвяра, она принесла супокоя. Перед этим, да, попросту, да, как это была ревность, Пан Бог не потребує, мы уже об этом с вами размовляли, Пан Бог не потребує, что-то, буду я лезть мясо козлов и пить кровь быков, да, так написано в Библии, что моя, все жавелины мои, я их-то ведаю всех, да. Ахвяра, как человек, скажем, научился, да, это ахвяры там такие были, как человек научился отдавать, может, наилепшее, что у него есть, да, там, скажем, без порока, без заганы, это вот это жавелину якусь там, да, как сапраўды открывал больше и больше сердца. И сапраўды это ахвяры, эти ахвяры, ну, назывались, да, это ахвяры супокою, мирная жертва, да. Если жертва его жертва мирная, если он принесет из крупного скота, да, мирная жертва, мирная ахвяра супокою. Ось менавіта этот шалом присутнічае, да, и тут датычы того, что этот шалом, этот супокой, он присутнічает поміж человеком и Паном Богом, да, человек хоть жадает, как это было, скажем, как бы тут мы уже размовляли с вами про этот заповед, про эту умову, якую там Пан Бог от початку заключил с человеком, коли его створил, потом это было с Ноем, потом это было с Авраамом, да, Исааком, Якубом, с Моисеем, коли он пообещал. И на горе Синай дал 10 заповедей, пообещал землю, и потом это заповедь с Иисусом на вином, и нарешті досконалий заповідь з Пана Єсуса з чоловіком. І менавіта это, ось это, през этот заповедь, през эту умову, през чоловік приходить до супокою, да, это ахвяра супокою. Ось наступная тенденция, наступная, з чим зв'язан этот шалом, это з правдой. Да? Чоловік, який живе в хлусні, який не живе в правді, да? То не будет иметь супокоя. Пан Иисус сам сказал, что я, дорога и правда, життя, никто не приходит до Отца, только през меня. Именно в этом же, там же он сказал, да, или мы уже читали, что Бог заявляется правдой, сам Бог заявляется правдой, он открывает эту правду. Когда человек принимает эту правду, когда человек живет в этой правде, что Бог добрый, да, что Бог клопотится об человеке, что Бог шукает человека, что он, скажем, шукает это, робить для человека, не для себя самого. Була у нас зустріча, я опікуюсь, належу до руху «Світле життя». Ось супольність коштовна перліна, і
в этом руху есть галіны такія, хатні касцёл. Менавіта у нас в супольнасці есть таксама два кругі. Адним кругом я апекуюся тым колам тым хатняго касцёла, і мы акурат на апошняй сустрэчы разважалі воскресенье Пана Езуса, да, і была такая гаворка, для чаго это Пан зрабіў, Пан Езус, да? І ведаеце, трэба паверыць, і трэба сабе заўсёды трымаць і памятаць, што выгоды Пан Бог для сябе не шукае, выгоды толькі там і добра для чалавека шукае. Ну, якая выгода, калі прыходзіць, да, Бог стаецца чалавекам і дае сабе самого укрыжаваць, да, перацярпеў такія пакуты, калі мы паглядзім, сапраўды, скажам, то, што мы глядзім на крыжы, там мы не бачым, да, сучасныя крыжы, там, они нам так не паказваюць того, што адбылося з Панам Езусам. Паглядзіце, напрыклад, ёсць макеты крыжа, якой зрабілі калісьці з плашчаніцы турінскай, да? Там ввогуле у Пана Езуса ні аднаго жывого месца не было. Паглядзіце, в Красном касцёле есть магчымасць прийти, паглядзець, памаліцца, это точная копія, дакладная копія плашчаніцы турінскай, паглядзець, калі вы паглядзіце, як выглядзеў, там ёсць, паглядзіце, як выглядзела цела Езуса Христа, якое было настолькі збітае, што там ні аднаго жывого месца не было. Вось. И это правда о Боге. Бог шукает человека и шукает его для счастья. Да? И ось, и мы уже казали, что так само, что супокой, он так само звязан со счастьем. Да? Человек супокой, який познає любов Божию, який живе в радости и наполняется супокоем, то человек счастливый, правда. И тут менавіта ось без правды не может быть. Без правды не может быть. Человек, коли не познает эту правду, то он не может быть этого. Колись на занятках по догматице, на догматице у нас профессор один, скажем, намалевал такую пирамиду и написал 3 слова, да. Это было любовь, это был супокой, да, и это была правда. И сказал, расставьте вот эти слова попросту в этой пирамиде, там, якби 3 таких, поділено на 3 частки эту пирамиду. Як Пан Бог мне дал, сапраўды якось так, я поставил, то, что не то, что я добрый, но как-то под Боже там, что я поставил это слово в тем порядку, яким повинні они были быть, якби там. Перше повинно быть, конечно, это правда. Другая правда приносит нам супокой, а потом есть любовь. Любовь шита, там, якби там вершиня всего, да. Коли чоловік не встає в правді, коли він не познає эту правду, а Богу передусім, коли чоловік не познає, да, познайте правду, правду вас визволить, так написано в Евангелии по Святого Яна, в 8 разделе, коли у папы спросили, и на який найважнейший, да, верш в Новом Заповеті, то он менавіта сказал, да, коли мы становимся, когда мы познаем эту правду, то мы приходим до супокою. Когда мы познаем правду о Пану Богу, передусім, что Бог любит тебя, что Он клопотится о тебе, что Он шукает твоего добра. Он, будучи образом Божьим, не почитал хищением быть наравне с Богом, только уничижил самого себя, приняв образ раба, и был послушным до смерти крестной. Да? И потому Бог возвысил его, воскресил его, дал ему имя, певнуть всякое имя. Так написано у послании до Филиппянам 2:6-11. Бог принизил самого себя. Будучи Богом, Иисус Христос, Сын Божий перед всем, да, становится Иисусом Христом, становится человеком, принизил. Для кого? Для чего? Для добра моего, для моего добра. И это правда. И коли я эту правду не принимаю, коли это, то ось я не признаю. Или правда о том, что я грешный, что я слабый человек. Менавіта
калі зноў вяртаемся да старога запавету, все і пан Езус, да, пан Бог, перепрошую, пан Бог, он закликал, каб чалавек прыйшоў: Адам, где ты? І пасылаючы прарокаў, ён заклікаў, роль пророка, вось, это не прадказванне будучыні, толькі роль пророка – это заклик да навяртання, да, это каб чалавек в правде посмотрел, что он без Бога ничего не может. Зноў пророк Єремія, да, як мы читали, калі люди жили в хлусне там, скажем, такое, что персосвятари и пророки жили в хлусне, и они казали: супокой. Супокоя не было, потому что они жили в хлусне, потому что не было, это правда. И менавіта вось этот супокой, он связан с правдой. Поглядите, и правда, это правда з'является добром. И в книге приповестей Соломона, приповесть 12:20, есть коварство в сердце злоумышленника, радость у миротворцев. Да? Коварство в сердце злоумышленника, радость у миротворцев. Хто чоловік, який не живе, який живе в коварстві, який живе в зле, який живе в граху, який не живе в правді Божій, или там, скажем, то у него есть коварство и не даст упокою. Радость у миротворцев, да. Ось. Радость, супокой, он звязан с радостью так само, да, коли чоловік живе в супокої, коли чоловік живе в правді. Псалом 27-28. Ось так само 27-3. Это 27-3. «Не погуби меня с нечестивыми и с делающими неправду, которые с ближними своими говорят о мире, а сердце их у них злое. Не погуби меня с нечестивыми, делающими неправду, которые ближними своим говорят о мире, а сердце у них зло». Коли нема правди, то нема і супокою, то нема добра в серці, нема, скажімо, це зло, воно розповсюджується у чоловіка, чоловік не живе в правді, да? Коли чоловік не познає правду, знову о Боге и о себе. Коли он не принимает эту правду, какую пан Бог открывает, да? Ну, такая катехетичная, скажем, правда такая, во что мы верим, да? Мы верим в то, что открыл пан Бог, это что костел он переказал. Это что, и вот открывает, Бог открывает перед Израилем, это только принимает это с верой, принимает это в правде, да? И подохужали до этого, до правды. Псалом 33:15. 33:15. «Уклоняйся от зла и делай добро, ищи мира и следуй за ним». Уклоняйся от зла, это значит, живи в правде, зло завсюди заявляется неправдой, да, за уклонение, и шукай супокою. Уклоняйся от зла и делай добро. А еще ранее, удерживай язык свой от зла и уста свои от коварных слов. Уклоняйся от зла и делай добро, ищи мира и следуй за ним. Очи Господни обращены на праведников, и уши его к воплю их, но лицо Господа против делающих зло, чтобы истребить их с земли и память о них. Человек сам выбирает дорогу, да, это дорога правды, это дорога супокою. Ось, и у пророка Исаии, что нечестивым нет мира, да, 48:22. И знов, то есть, что коли человек живе в зле, живе не в правді, то у него нема супокою. Тому треба познавати эту правду. И правда, кто знает, правда есть пан Езус, да, и истина в Христе, так сказал святой Павел. И сам он сказал, что я правда, я дорога, правда и життя, никто не приходит до Отца, як только през меня. Познайте правду, и правда вас сделает вольными. Познайте правду о Боге, что Бог добрый, и о себе, то, что я грешник, и мы будем свободными, и человек тогда будет жить в супокое. Ось именовито Псалом 36, 37 вірш,
уже от апошний будет фрагмент, потому что уже треба нам заканчивать. «Наблюдайте за непорочным и смотри на праведного, ибо будущность такого человека есть мир, а беззаконники и все истребятся, будущность нечестивых погибнет». Да? Наблюдай за непорочным, да, за самим собой. И пам'ятать об этом треба. Пам'ятать, скажем, об этом, то, что те, які живуть спокою, вони наслідують землю. Об этом далі будемо протягувати наступним разом. На этом закончим. Сьогодні дякую за увагу вам. И еще раз вам напоминаю, что Радио Мария, она утрымліваецца з ахвяраў, там можна ахвяраваць поглядеть на сайте Радио Мария, можно ахвяраваць рознымі праз рыбцы, праз телефон, праз іншыя. И мы за всех молимся, за тых, хто за ахвярадаўцаў на Радио Мария, молимся. Вось. Пан Бог, калі Пан Бог пакіруе, то я буду директором Радио Марии, прошу вас так само молитвы за меня. И запрошаю вас, надыходит месяц май, запрошаю вас молитву через Наисвятейшую Панну Марию, а в нашей парафии первого дня месяца заўсёды есть молитва за абдар бацькоўства и материнства. Ось, и за тех, кто хочет заключить христианскую семью, про заступництво Богородицы опекунки семью. Ждановича, улица Линейная, 1. Хвала Христу!